На меня. Добрый вечер. Вы смотрите «Якутия Лайв», с вами Ирина Ефимова. Якутия – регион со сложной транспортной доступностью. И для того, чтобы добраться из точки А в точку Б не только внутри нашей республики, но и за ее пределами, конечно, большинство выбирает трансфер по воздуху, проще говоря, самолет. Оно и понятно – быстро и надежно. Но из-за санкций у многих жителей нашей республики возникают вопросы о том, как будут осуществляться перевозки внутри самого региона и за его пределами. Об этом мы поговорим с сегодняшним гостем, генеральным директором авиакомпании «Якутия» Андреем Винокуровым. Добрый вечер, Андрей Добрый Семенович. вечер. Как авиакомпания «Якутия» ощутила на себе санкции? Хватит ли нам исправных бортов, запчастей? Пассажиропоток будет ли падать? Ну да, санкции, конечно, очень сильно повлияли на всю нашу отрасль авиационную, в том числе и мы не являемся исключением. Основной, наверное, вопрос, который на сегодня существует, это достаточность, правильно сказали, нашего исправного парка. Вот. Поэтому здесь можно, наверное, отметить, что авиакомпания «Якутия» за столь, наверное, короткий период, как это с начала спецоперации, да, ну, можно сказать, с начала марта, да, удалось все-таки получить одобрение авиационных органов наших российских по самостоятельному обслуживанию наших всех воздушных судов. Ну, если раньше авиакомпания «Якутия» в основном специализировалась на техобслуживании таких самолетов, как Сухой Суперджет Ан-24, да, то самолеты такие, как 737 и Бомбардир Ку-300, вот 50-местный самолет, который летает внутри республики, вот, мы это получили совершенно недавно. Вот. И в этом году мы планируем уже провести первые, скажем так, серьезные ремонты самостоятельно произвести. Поэтому для нас это накладывает особую ответственность. Вот. И мы сейчас проводим ряд таких больших, наверное, подготовительных мероприятий вот к этому, в том числе и по приобретению там, дополнительного оборудования наземного. Да? Вот. Второй момент, с которым мы сегодня решаем вопросы, это, естественно, поставка, обеспечение поставка запасных частей. Вот. Вопрос сложный, но, скажем так, сейчас на уровне правительства опять-таки Российской Федерации вышли нормативные документы, благодаря которым есть, скажем так, возможности, да, по приобретению запасных частей, так скажем, в дружественных странах, да, через третьи страны. Ну, Вот. проще говоря, китайцы закупают там, потом продают нам. Ну, если совсем упростить, наверное, так, да. Но, тем не менее, мы все равно работаем, наверное, с основными производителями, да. Вот. Предугадывая вопрос, я бы, наверное, хотел сказать, что и как и компания «Якутия», как и многие мои коллеги с авиакомпании, где основной приоритет все-таки это безопасность полетов, да, и неукоснительное соблюдение правил проведения всех форм, да. Поэтому, естественно, все авиакомпании находят легальные пути, да, вот, по доставке запасных частей. Они все равно идут от производителя, просто То у есть нас... оригинальные Да, запчасти, оригинальные, никакие там оригинальные не... запчасти. Это не то, что будируется в СМИ, что начинается там серые схемы и так далее. Да, нет, такого ни наши надзорные органы, ни сама авиакомпания... Никто не допустит. Никто не допустит, никто на это никогда не пойдет, как бы это больно не было. Ну, единственное, что у нас усложнилась логистика. Если мы раньше запасные части доставляли до города Якутска, ну, мы и так как бы в логистике, наверное, не самые лучшие, да, в этом плане, так как мы возим, допустим, возили с Америки, с Европы через Москву там, и так далее. Это у нас занимало там, до 3 дней минимально. Ну, сегодня это удлиняется, к сожалению, до 60 дней. Вот. Это связано и с таможенными процедурами, и с логистическими, экспедиторскими компаниями. Вот, поэтому мы сейчас стараемся провести анализ своих, скажем так, так называемых, наиболее часто отказываемых агрегатов изделий и планомерно как бы наперед предугадать и обеспечить себя, скажем так, складом, что ли, запасных частей, насколько это возможно. Поэтому, в принципе, считаем, что, да, вопросы, наверное, будут, да, по исправности воздушных судов, вот. Но, тем не менее, концептуально все-таки мы стараемся это решить. Я думаю, мы сработаем в этом плане в штатном режиме по обеспечению своей исправности. А хватит ли кадров? Ну, вот вы сказали, что сейчас будете ремонтировать там те же Боинги и Бомбардье сами. Вот, а есть ли
подготовленные кадры, которые умеют это делать. Да, ну здесь, наверное, хотел бы уточниться, что авиакомпания «Якутия» обладает инженерным авиационным составом уже. Вот в этом году, в январе, авиакомпании будет уже как 20 лет, да? Вот. Очень многие наши коллеги работают там, во всех крупных предприятиях и ремонтных организациях и заводах, да? Ну, то есть, в принципе, школа хорошая авиакомпании «Якутия», она благодаря, как говорится, опыту наставничества ветеранов, она передается из поколения в поколение, можно сказать, у нас очень много нюансов, да. Ну, мы сами прекрасно знаем, где мы живем, да, у нас перепады температур там и так далее. Вот, поэтому не всякий, наверное, умеет обслуживать самолеты в минус 54, вот, поэтому есть свои, как говорится, нюансы. Так что кадрами авиакомпания, она обеспечена, вот, поэтому я думаю, что наши коллеги с этими задачами и вызовами справятся. Нет, ну, конечно, даже не секрет, что наверняка там те же пилоты, да, нашей авиакомпании, которые летают в таких условиях, как туман там и так далее, то, ну, вряд ли там какой-то западный пилот способен в такую погоду вообще лететь. Да, ну это еще прежде всего связано, естественно, еще у каждого самолета есть свои особенности, да. Ну, если проще сказать, там, где, если мы говорим там про туман или зимнюю эксплуатацию, да, вот, там, где может, как говорится, сесть там Airbus, там 321 или 320, у него, допустим, для суперджетов другие ограничения, они более там повыше, вот, поэтому бывает там иногда у пассажира вопросы, что вот другие авиакомпании вылетели или сели, да, а, допустим, наш самолет не мог там совершить рейс, там, вот, ограничения, да, они еще есть и внутри, как говорится, типов этих самолетов. Поэтому здесь не умаляя достоинства якутскую авиацию, наших летчиков, да, все-таки мы должны соблюдать безопасность, вот, потому что для нас это основное, что, наверное, движет всей этой нашей авиакомпании, да, вот, поэтому при, скажем так, малейшей, что ли, угрозе, да, мы, конечно, следим за своими документами и действиями. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. И задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 0502. Ну, расскажите, какие регулярные рейсы авиакомпания «Якутия» сейчас совершает внутри республики и за ее пределами? Ну, с 2019 года, если говорить внутри республики, то, скажем так, по решению и правительства республики, и нашего решения, собственно, мы специализировались на воздушных судах «Бомбардье» Ку-300. Данные воздушные суда могут осуществлять сезонные, наверное, круглогодичные полеты по 10 основным аэропортам нашим. Да, это вот, ну, допустим, Чукурдак, Тикси, Депутатский, Уснера, Нерингри, Полярный, ну, и так далее, да, Среднеколымск. Вот. Поэтому мы специализируемся вот на этих полетах. Ну, если говорить про межрегиональные, то есть внутри Дальнего Востока, то если мы раньше летали, в основном это было Чита, Улан-Удэ, Благовещенск, Новосибирск, то сегодня мы расширились, мы теперь летаем и в Владивосток, и Хабаровск продолжаем летать, из Владивостока в Читу и так далее. Ну, прежде всего это связано с тем, что авиакомпания выполняет совместную программу с единой дальневосточной авиакомпанией «Аврора». Вот. Мы являемся их партнерами, операторами. А «Аврора» является маркетинговым партнером. Здесь тоже надо, наверное, дать маленький комментарий нашим пассажирам, что если, допустим, вы не можете найти какие-то там авиабилеты в ту же Улан-Удэ или Хабаровск, Благовещенск, Новосибирск, то, в принципе, можно еще заходить на сайт авиакомпании «Аврора». Вот. Почему? Потому что продажи билетов производит непосредственно своим этим маркетинговым партнером, то есть авиакомпания «Аврора». Вот. То есть может быть такое, что у вас даже на сайте нету билетов, а на «Авроре» они есть, да? Ну да, на нашем сайте, возможно, не будет там в продаже, а «Авроры» они будут. Ну, либо в кассах агентства, они видят все авиакомпании, да, все маршруты, поэтому там это без проблем. Просто часто задаваем вопрос, почему нету в продаже. Ну, мы объясняем, что надо смотреть, как говорится, на либо агрегаторах, да, общих, которые все авиакомпании собирают. Ну, если именно на нашем не могут найти, на сайте авиакомпании «Якутия». Вот. А в агрегаторах ведь не было Якутии.
Нет, почему? Агрегаторы, они, в принципе, предоставляют весь спектр услуг, ну, которые есть все авиакомпании по всем направлениям. Там и полярные авиалинии, и Якутия, Аэрофлот, и иностранные авиакомпании, они все здесь присутствуют. Ну, на то он, как говорится, агрегатор, да? Вот. А по магистральным, как мы называем, это мы соединяем республику с европейской частью страны. Вот. Естественно, сейчас начинается пора отпусков, отдыха детского, оздоровительного, да? Вот. Поэтому мы выбирали маршруты и курорты, как мы говорим, да? Вот. Но, как вы знаете, по решению Минтранса Российской Федерации на сегодня в целях, опять-таки, безопасности закрыто 11 аэропортов, в том числе популярны это Анапа, Краснодар, Симферополь. И поэтому мы все свои усилия направили до аэропорта Сочи и минеральные воды. Ну, если так посмотреть, в принципе, на сегодняшний день популярностью пользуются вот минеральные воды. По всей видимости, как бы наши пассажиры продолжают свое путешествие наземным транспортом, да, там, в принципе, созданы такие условия, да, вот, поэтому на сегодняшний день мы вынуждены пока летать, ну, предоставлять такие направления, только вот такие, ну, Сочи, там, минеральные воды и так далее. Вот. Ну, естественно, мы не забываем там про саму Москву, да, это мы в аэропорту Внуково базируем, Санкт-Петербург, вот, из Нерюнгри то же самое, Москву. В принципе, ну, мы для себя видим на сегодняшнем, наверное, этапе, в сегодняшней ситуации, ну, такую как бы миссию и свое предложение сконцентрировались вот на этом. А вот, кстати, в Нерюнгри после того, как там аэропорт не отреставрировали, а как это сказать? Реконструировали, да. да, реконструировали аэропорт, там как-то, ну, изменились условия, стало лучше. Да, ну, условия изменились больше, наверное, для работы авиакомпании, потому что была реконструкция искусственной полосы, да, вот, все-таки она долгое время требовала ремонта, вот, поэтому теперь стала более надежнее связь, да, более надежные, как говорится, наши полеты. Ну и, насколько я знаю, Министерством транспорта вот Якутии вот, предполагается строительство нового вокзала, долгожданного в аэропорту Чульман. Ну, кто живет и кто хоть раз был в аэропорту Чульман, не знает, о чем я говорю. Вот, поэтому, насколько мы информированы, это, скажем так, событие или строительство вот, в ближайшие 2 года. Поэтому я думаю, что вот это вот неудобство, которое оказывалось пассажирам, оно решится в ближайшее время. А вот международные рейсы, мы по ним все очень скучаем. Когда они возобновятся и возобновятся ли вообще? То есть, ну, в этом году ждать или нет? Уже. Ну, по международным направлениям сегодня, в принципе, открыты страны, ну, как вы тоже знаете, наверное, Турция, Египет, самые распространенные, популярные, да? Вот. Если касательно авиакомпании Якутия, то мы сегодня вынуждены, наверное, не выполнять эти международные полеты по 2 причинам. Ну, первое, это страны закрыты по ковиду до сих пор, да? Вот. Есть существенные ограничения, при которых, наверное, поездка уже теряет, ну, смысл, да? Вот. И второе, то, что действительно после санкционных мер, которые были приняты Евросоюзом и парламентом США, к сожалению, мы на сегодняшний день международные полеты выполнять не можем, ну, по объективным причинам. До решения, скажем так, вопроса. Да. Но, тем не менее, мы наблюдаем, пока мониторим за ситуацией, как мы говорим, да. Вот, возможно, там какие-то предложения все-таки мы сможем предоставить нашему населению. Но есть надежда, что, по крайней мере, когда Китай откроется, рейсы возобновятся в Китай? Да, конечно, есть. Конечно, есть. Но здесь все-таки будет зависеть от эпидемиологической обстановки в самой стране. Да. Ну, если мы смотрим, как говорится, СМИ, то там даже города, там миллионники, там по 25 миллионов, где жители живут, там, закрываются прямо на локдаун, поэтому трудно предугадать, как у них эта ситуация будет развиваться. Но, тем не менее, они пока закрыты. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте. Да, задавайте ваш вопрос. Ага, я многодетная мама, Махначевская Лилия Прокопьевна. В этом году у нас родился 3-й ребенок. Имеем сертификат дети столетия, да? И хотели использовать на санкурортное лечение в пределах Российской Федерации в августе.
так как у мужа в августе отпуск. И по поводу, можете помочь приобрести субсидированные авиабилеты по маршруту Якут-Сочи-Якут, так как в данное время нет субсидированных билетов. И вот старшие дети никогда не выезжали за пределы республики, просятся на море, а мы вот период Так, пандемии всё. работали на передовой по борьбе с ковидом. Да, спасибо, вопрос понятен. Вообще субсидированные билеты, вот какие они есть, да, и как их приобрести? Ну, здесь нужно акцентировать, в принципе, субсидированная программа, она идет уже многие годы, по-моему, с 2009-2010, да, вот. Она просто в какой-то этап времени модернизируется, но больше, наверное, улучшается. Допустим, там два года назад добавили такую категорию, как раз звонок от пассажира, да, это многодетные семьи. Вот, ну, естественно, авиакомпании, когда предлагают субсидированные билеты, они работают в рамках постановления Российской Федерации, да, где есть и квотирование мест, да. Почему? Потому что субсидированный тариф, он составляет, скажем так, ниже экономического обоснованного, да, там невозможно, наверное, весь самолет продать по субсидиям. Но, тем не менее, зачастую бывают такие вопросы. В принципе, мы всегда все рассматриваем, ну, отвечая на вопрос, нам, наверное, надо написать авиакомпании «Якутия», да, мы всегда прилагаем максимальные усилия, чтобы удовлетворить такие вот заявления, понимая, что есть, ну, опять еще раз повторюсь, потребность в летнем отдыхе, да, вот. И хочу сказать, что авиакомпания «Якутия», наверное, даже в период реконструкции аэропорта Якутск, помните, в прошлом году, мы не прекращали продажу этих субсидированных билетов. Вот. Тариф, конечно, он был экономически высокий, ну, объективно высокий, да, потому что нужны были делать технические посадки там и так далее. Вот, это все налагает свои, скажем так, свои издержки. Но, тем не менее, мы за период реконструкции перевезли где-то по субсидиям порядка 30 тысяч, а в среднем в год мы перевозим где-то 100 тысяч. Вот. Ну и плюс в республике расширяется работа по субсидиям по так называемым межулустным направлениям, да, вот, логическую зону. Вот, Министерством транспорта Якутии вот, проводится постоянно эта работа по расширению, поэтому я думаю, что с каждым годом как бы это предложение будет нарастать, и надеюсь, ну, таких вопросов, наверное, у наших жителей скоро, ну, если уж не закончится, то минимизируется это точно. Вот. Поэтому, да, давайте вы напишите авиакомпанию, вот, посмотрим, потому что, ну, маршрут сказали, дату не сказали, вот, поэтому ну, это еще от даты зависит, посмотрим. А вот вообще субсидированные билеты какие сейчас есть? Я так понимаю, ну, помню, что вот были молодежные, были пенсионерские, потом появились дальневосточные, это вообще для всех. А вот для многодетных тоже какая-то отдельная субсидия, да? Ну вот многодетные, молодежные, пенсионерские, как вы говорите, это одно постановление, да? Вот. Дальневосточное, это которое по прописке с прошлого года. Вот. Ну, касательно авиакомпании «Якутия», ну, к сожалению, так получилось, что мы можем предоставлять такие только на одном маршруте Нерюнгри-Москва. Ну, квотирование такое было, да? Вот. А если говорить про другие авиакомпании, насколько я знаю, это по дальневосточной прописке, те, кто прописан на Дальнем Востоке, предлагает авиакомпания «Аэрофлот». Ну, здесь, наверное, нужно к ним обращаться по таким вот вопросам. А кто вот эти квоты распределяет вообще? Это распределение идет Министерством транспорта России. Там создается ну, такая комиссия очень основательная. Вот. Они собирают заявки от всех авиакомпаний по всем маршрутам, по всей нашей необъятной родине. Вот. И с учетом того, что какой лимит, скажем так, предусмотрен на отчетный период, они ведут распределение, да? Стараясь, скажем так, выдержать социальную, что ли, направленность. Вот. Поэтому программа тоже пилотная с прошлого года. Я тоже думаю, что с учетом опыта вот первого полугодия этого года будем добиваться каких-то в нее внесения изменений для удобства нашим пассажирам, и скоростью тоже будем как-то решать это все это дело. Вот, кстати, вопрос от телезрителя: почему субсидированный билет нельзя купить на сайте авиакомпании или хотя бы посмотреть его наличие? Ну, здесь у нас техническая проблема, да. Если вкратце сказать, опять-таки по правилам вот этого постановления мы должны обеспечить целевое назначение.
Целевое назначение, ну, если по возрасту, то это паспорт, да? Если это многодетная семья, то это удостоверение многодетной семьи. Если это инвалиды второй группы, ну, это удостоверение инвалидности. Поэтому дистанционно мы это, к сожалению, пока технически не имеем возможности проверить, чтобы это предоставить. Почему? Потому что мы еще отчитываемся за это. А если завязать на госуслуги, например, это Да, вы систему? правильно сказали, мы как раз-таки прорабатываем данный вопрос и Министерством цифровизации Якутии, поэтому мы, наверное, скоро уже будем близки к решению этого вопроса. Потому что там же есть подтверждение. Да, и... да, да, все правильно, все правильно. Вот, поэтому в этом направлении мы ведем работу, ну, пока технические, скажем так, нюансы есть. Мгм. Это Ну и надо... доступ к базе данных, Мгм. его идентификация и, как говорится, чтобы соблюдались еще и правила отчетности и использования этих билетов. Мгм. Ну и надо понимать, как бы для наших телезрителей, что субсидированные билеты это вот, ну, как бы не ваша прихоть, да? Авиакомпании возмещают все эти расходы из бюджета, соответственно, Да. Российской Федерации или там республиканского, смотря какие субсидии. И их не может быть просто больше, чем выделено денег. Да, ну, вы, наверное, правильно сейчас объяснили эту ситуацию. Ну, да, такие есть. Мгм. А вот внутри региона субсидированные билеты тоже быстро пользуются спросом, да, тоже быстро заканчиваются? Да, пока мы не решили проблему о достаточности мест на рейсе, да, вот, поэтому сейчас Министерство транспорта Якутии, опять-таки, как вы говорите, исходя из лимитов или возможностей, увеличивает эту квоту. Поэтому я и говорю, что эта работа постоянно требует как бы, внимания, модернизации, да, ну, каких-то решений. Вот, я думаю, что мы близки тоже к этим вопросам. Вот еще такой вопрос от зрителя. Сталкивался с ситуацией, что на сайте авиакомпании билета нет, а в кассе есть. Ну, здесь, наверное, трудно предугадать. Почему? Потому что вопрос не полный, да. Ну, опять-таки, на какой маршрут, на какую дату, да. Но можно, наверное, только подозревать, что билеты же они в постоянном движении, да. Кто-то сдает, кто-то переоформляет, да. Вот, допустим, мы с вами сейчас в кассу пойдем, нету мест, да. Может быть, через 30 минут кто-то билет сдаст, и он появится в продаже. Вот поэтому данную ситуацию как-то вот одним словом, наверное, не охарактеризовать. Там миллион, наверное, действий происходит. Ну, это же жизнь людей. Ну и Вот, потом агенты же многие, они бронируют заранее, да, на какое-то количество билетов, оно распределяется по кассам. Ну, у каждой компании свои правила. Ну, допустим, у нас бронирование не более суток. Ну, как раз-таки, чтобы не создавать искусственный вот это вот Ажиотаж? ажиотаж, узкое горло там и так далее. Ну, не спекулировать на это. Поэтому не более суток. А во всех ли аэропортах, где летает Якутия, есть представители авиакомпании? И в Ну, каких случаях нужно к ним обращаться? Практически во всех. Но представители компании, в принципе, уполномочены отвечать на все вопросы касательно рейса, да, перед пассажиром, вот, оказание там консультаций, каких-то помощи. Вот, поэтому, в принципе, все, что связано с рейсом, наши пассажиры и обращаются к представителям. Вот. Работа с людьми у наших коллег-представителей, вот, поэтому я еще не слышал, чтобы там наш представитель как бы не оказал там какую-то помощь, что ли, не ответил на вопрос. Вот. Бывает только, конечно, при сбойной ситуации, вот, которые, допустим, столкнулись в прошлом году, да, ну, с ограничениями. Вот, там, где очень, скажем так, массовые, когда запросы идут, вот, у нас представители, как вы сами понимаете, уже по штату ограничены, да, и, естественно, не успевали охватить всю аудиторию, но, тем не менее, как бы старались там и через социальные сети выйти. Вот. Кстати, в этом году, надеюсь, у нас получится. Мы хотим внедрить мобильное приложение. Вот. Думаем, что в рабочем тестовом режиме он начнет работать уже с конца июля. Ну, давайте с августа, да? Вот. И мы думаем, что данное решение позволит, ну, во-первых, технологически решить дальнейшую нашу проблему информирования наших пассажиров и каким-то образом облегчить, скажем так, взаимосвязь авиакомпании между пассажирами и авиакомпанией. Вот, на сегодняшний день, опять-таки, мы решаем технологические свои там, вопросы, вот, поэтому я говорю, где-то с августа, наверное, мы уже внедрим. А какая самая частая причина задержки рейсов вообще?
Но если мы опять-таки разделим наши виды деятельности внутри республики и магистральные, да, ну, внутри республики это все-таки... Ну, это погода в основном, это понятно. Да, это до 30%, но далее тоже как бы для понимания, допустим, если у нас в расписании 3-4 рейса в день, да, и сегодня по метео нету там в 2 аэропортах по метео, да, ну, это же как бы логично, что на следующий день надо сделать 6. Ну, а воздушных судов и регламенты работы аэропортов не позволяют сделать 6. Поэтому самое, скажем так, негативное, наверное, что влияет метео, это не только в день вылета, ну, как бы, да, ну и последующие дни. Мы иногда расписание, как мы говорим, догоняем практически неделями даже, когда накопление идет. Ага, Вот. то есть накануне вылетов не было, а Да, у меня да. билет на этот день, но из-за Да, того... ну, многие пассажиры говорят, ну, у нас же сегодня есть погода, да, вот, почему мы не летим? Ну, вот как раз-таки не летим, почему? Потому что идет скопление, которое нужно решать совместно с аэропортами севера нашего, да, вот, с аэронавигацией, с метео и так далее, с нашими смежными структурами. Поэтому такой вопрос, скажем так, более глубокий, наверное, и системный, он требует. А если говорить о решения. магистральных рейсах? По магистральным, да, ну здесь в основном у нас это идет не по неисправности, допустим, да, воздушного судна, но я бы хотел сказать, что по магистральным у нас регулярность 93% в среднем по году. Вот. Поэтому здесь основная причина это все-таки по исправности воздушного судна. И вот эти вот, скажем так, задержки, ну, у нас мы с вами все-таки живем, пускай не на острове, окруженном там водными, да, а все-таки наши плечи, как мы говорим, это вот, длительность полетов, она очень протяженная. У нас самое короткое плечо, допустим, Якутск-Батагай, это там чуть больше часа, да. Ну, а представляете, вот Якутск-Москва, там 7 часов, да. Если даже у нас есть резерв в Москве, то уже считаем оборот туда, это уже 14 часов. Вот, поэтому здесь вопрос такой краеугольный. Но поэтому мы подбираем свое расписание таким образом, чтобы у нас был, как мы говорим, там динамичный резерв. То есть не постоянно самолет там ждет там какую-то там неисправность другого самолета, а чтобы между рейсом было какое-то время, чтобы можно было бы переставить там графики оборотов, ну, воздушных судов. Вот. Ну а зимой, в принципе, ну, тоже я уже рассказывал, там по тем же суперджетам, да, это у нас там есть некоторые ограничения на самом воздушном судне, да, вот, поэтому бывают такие ситуации. А если пассажир из-за задержки опоздал на стыковку на следующий рейс? Ну, вы знаете, наши федеральные авиационные правила в части защиты, наверное, прав пассажиров, они, в принципе, самые, наверное, ну, как сказать, не жесткие, наверное, а регламентированные. Вот. Поэтому все вот эти вот ущербы, которые по причине, скажем так, авиакомпании, да, то есть это то будь то задержка рейса, то это стыковка, то это дополнительные расходы, они пишутся в авиакомпанию в претензионном порядке, и в претензионном порядке авиакомпания рассматривает. Вот. Поэтому, в принципе, мы здесь, скажем так, работаем согласно наших правил внутренних и государственных. Вот. И, скажем так, ну, решаем эти вот, по исполнению вот этих вот самых претензий. А пассажиры на рейсы опаздывают? Пассажиры, да, на рейсах опаздывают, вот, но, опять-таки, согласно нашим нормам, это уже ответственность пассажира. Ну вот, если он опоздал сам, ну, по своей вине, да, он уже билет ведь... Да, он считается как бы неявка на рейс, и поэтому тут уже ничего не сделать. Согласно, как говорится, договора, да, который мы заключаем, билет — это договор между авиакомпанией и пассажиром, то если он опоздал, то здесь возврата не принимается. Вот еще один вопрос с WhatsApp. Ребенку 13 лет, покупали билеты зимой на свидетельство о рождении. Завтра получаем паспорт, а через 3 дня вылет. По закону, насколько я понимаю, свидетельство о рождении — тот же самый документ, лететь по нему можно. А что скажет авиакомпания? Ну, в принципе, время-то есть еще 3 дня, да, переоформление билета это делается тем же, как купили, как заплатили, так и делается. Ну, допустим, если вы купили там на сайте, то обращайтесь в авиакомпанию. Эти правила, они стандартные для всех, это не только наши. Вот. А Если в кассе, то да, в кассу. Да, то в эту же кассу надо. Вот. Поэтому там идет переоформление на паспорт, изменение документа, и, в принципе, там проблем нет. А улететь по свидетельству о рождении нельзя, если уже паспорт есть?
По свидетельству, почему? Ну, Это же, ну, такой же документ, нет? ну, здесь, наверное, как бы двоякое толкование, но лучше надо поменять. Я Лучше рекомендую. поменять, Да, почему? да? Потому что там может включиться и человеческий фактор при досмотре и так далее. Вот, поэтому лучше поменять. Ага, ну то есть это не так вот, как там с загранпаспортом и российским. Да, Летаешь. это, Свидетельство все-таки до 14 лет. да, все верно. Мгм, понятно. Вот еще один вопрос по перевозке несовершеннолетних. Как воспользоваться опцией перевозки ребенка с услугой сопровождения? Ну, опять-таки, у нас есть услуга, это сопровождение, да, вот, ее заказывают при приобретении билета, если при приобретении билета, ну, как, по какой-то причине не смогли, то пишут заявку в произвольной форме в авиакомпанию, вот, авиакомпания там сама свяжется с пассажиром. Она И платная главное- услуга? Да, у нас это платная услуга. Вот, сопровождение осуществляется силами бортпроводников. Вот, и, честно говоря, налагает тоже какую-то ответственность, да, на людей. Потому что на рейсе может случиться много ситуаций. Там, и ребенок может и заболеть, и там, заблудиться, или не захотеть улететь, пролететь. Да? Вот. А особенно если, допустим, это стыковочный рейс. Ну, мы же летим Якутск, Москва, Сочи. Вот. Может быть, там замена самолета. Да, ну, много будет ситуаций. Поэтому, конечно, лучше детей отправлять только сопровождающими. Мгм. А со скольки до скольки лет нужна вот такая услуга? До 16 лет. Да. Ну, с момента совершеннолетия он имеет право самостоятельно выполнять полеты. Ну, до 16 ему требуется сопровождение. Вот. И, в принципе, эта услуга... Ну, либо наиболее распространенный вариант, это вот, как говорится, люди находят там знакомых, друзей. Не всегда так оказывается, что на рейсе кто-то есть, да, и поэтому там... А просят, насколько чтобы маленького ребенка можно отправить с сопровождением? Ну, до 5 лет нельзя. Ага, ну, слава богу. Так, а по перевозке животных, вот есть ли изменения? То есть обычно вопросы бывают в маленьких животных, собачках или кошечках, которых требуют сдать в багаж. Вот известно, помните эту историю с котом, который Бро, да, которого не пустили в самолет. Вот, в общем, можно ли маленькое животное взять с собой на борт, или что там, как они себя чувствуют в багажном отделении, потому что, ну вот, есть миф, что оно не отапливается, там очень холодно, и там маленькая собачка может до смерти замерзнуть. Ну, я вот так слышала. Нет, ну, если по порядку, да, то перевозка животных в салоне у нас тоже регламентирована, это не больше 2 животных, да, ну, это связано, опять-таки, с соблюдением возможных, наверное, ситуаций с самими пассажирами, да, ну, могут быть там аллергенные люди и так далее, да, поэтому больше 2 у нас не положено. Больше 2 на рейс. Да, на рейс, на один рейс. Это если в салон, про салон Это если в говорить, салон, да. И сколько, ну, какого они размера должны быть? Могут быть. По размерам я, наверное, сейчас точно вам не скажу. В принципе, можно посмотреть вот на сайте. Могу Ну, там по весу, вспомнить. наверное, да, до да? 10 килограмм вместе с переносным оборудованием. То есть Со переноской. специальной клеткой, Да, переноской. со специальной клеткой, вот, до 10 килограмм. Ну, а касательно перевозки в багажном отсеке, ну, оно, в принципе, ничем не отличается температура от салона. Там разница может быть 1-2 градуса, да? Вот, поэтому здесь никаких опасений нет. Ну и не знаю, ну, по крайней мере, в авиакомпании Якутия еще не было случаев, чтобы мы заморозили животное. Даже летая в минус 54. Понятно. Это Спасибо за пояснение. особый такой вид перевозки. Здесь зона ответственности и авиакомпаний, и аэропортов, встречающих и отправляющих. Поэтому это наиболее, скажем так, специфичная, наверное, перевозка, поэтому она контролируется. Вопрос от зрителя. Как стать бортпроводником? Заканчиваю университет, мечтаю работать в небе. Куда обращаться? Какие требования? Ну, требования у нас стандартные. Вот. Бортпроводники у нас проходят специальные курсы, да, вот, перед тем, как прийти к нам на работу. И постоянно на протяжении всей деятельности своей, там, с периодичностью там, ну, там, 3-6 месяцев, в зависимости там, от какие курсы нужны, они все время проходят повышение квалификации. Но самое основное требование это, конечно, по здоровью, да, у нас. Вот. Ну и второе, это все-таки это работа с людьми и, скажем так, психологическое, что ли, вот эти вот требования они у нас есть. Поэтому, в принципе, эта мечта может сбыться у многих, не только у девушек, но и
парней, там, не знаю, мужчин. Вот, поэтому здесь авиакомпания открыта. Ну, правда, мы в этом году и, наверное, до конца года не планируем набирать, да? Почему? Потому что у нас, скажем так, штат укомплектован полностью. Но обычно это мы производим где-то весной. Ну, просто надо следить, наверное, за рекламой авиакомпании, да? Вот. Обычно это у нас в весенний период происходит. Вакансии у вас на сайте бывают? Да, да, бывает. И для этих курсов какое-то нужно высшее образование базовое или после школы можно Нет, прийти на можно эти курсы? среднетехническое, да, да, можно. Вот. Поэтому, в принципе, скажем так, можно попытать, наверное, счастье и при удобном случае на бортпроводников попробовать себя. Ну что ж, это был последний вопрос. У нас время программы подошло к концу. Я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам, Ирина. Ну что ж, всем телезрителям желаю побольше летать. Вот это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.